А в Нерюнгри живет инвалид первой группы, который на протяжении последних 4 лет ни разу не выходил на улицу. Так уж вышло, что Александру Бенько ампутировали ноги. Его квартира расположена на 4-м этаже, и он о помощи просить не привык. Наши коллеги узнали о нем случайно, проводя опрос жильцов дома Александра Цыбикова о непростой жизни и пути выхода из ситуации. Александр Иванович всю жизнь проработал водителем-дальнобойщиком. Оставшись без ног из-за атеросклероза, он оказался заперт в 4 стенах. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, Александр Иванович остался интеллигентным и приветливым человеком. Дома у него чистота, порядок, себя обслуживает самостоятельно. Выносит мусор и ходит за продуктами его дочь. А так-то, в принципе, я все делаю. По хозяйству, пылесос, веник, все. А то, что вот без улицы. Из общения с Александром Беньковым стало понятно. Унижаться и просить за себя человек не привык. И не стал бы, если бы у него была хоть малейшая возможность иногда выходить на улицу, посидеть на лавочке, пообщаться с людьми. Как сравнивает он сам, даже в тюрьме есть прогулки. Поэтому он обратился в социальную защиту. Там, в свою очередь, провели обследование и дали заключение. Жилое помещение и дом в целом не соответствуют нормам проживания инвалида-колясочника. Тогда Александр написал обращение в прокуратуру. Прокурору, пока он сам все это не глянул, вот только тогда меня поставили, признали малоимущим. Они меня не признавали малоимущим. Прокурор говорит, квадратура повысилась в цене, но я что вообще не в состоянии. Сложно не проникнуться историей героя нашего сюжета. Ведь мало кто может даже представить, что значит хотя бы месяц не выходить из 4 стен, а тут целых 4 года. Поэтому мы решили взять под собственный контроль проблему инвалида и помочь улучшить качество его жизни. Ведь он этого заслужил. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.